Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. Это программа «Брегаляп Ираник». В этой программе мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте познакомимся с сегодняшними героями. Это большие наши друзья. Семья очень творческая, очень артистичная. Семья певцов Ильназбах с женой Гузель и со своими прекрасными детьми. Мы всех вас рады видеть. Исян, миссис Баршагызгада. Urtak bütün sırlarımız, izgi dileklerimiz. Her günüme rahmet diyem, siyu bilen, hürmet bilen. Dolu yüreklerimiz, dolu yüreklerimiz. Dağlar olsunlar bütün bizde birge. Ey Hüdayım bu vakitten ayrağına durma. Dağlar olsunlar bütünümüzde birge. Hey Hüdayım bu vakitten ayrağına durma. Афарин. Давайте разберемся, кто в какой команде. Так, в первой команде у нас Гузель, Камиль и Марсель. Правильно. Так. А против них будут играть Ильназ и Рамиль. Семья, как я уже говорил, очень дружная, очень сплоченная. Дети поддерживают родителей на концертах, вместе ходят на различные мероприятия, любят играть в лего, рисовать, танцевать. Камиль в этой семье общительный, Рамиль ответственный, а Марсель добрый. То есть у каждого человека в семье есть своя роль. Гузель, скажите, вот вы как мама, вы часто гастролируете с Ильназом. Кто остается с детьми? Ну, часто гастролирую, это не совсем правильно сказано. Я стараюсь оставаться больше с детьми, потому что все-таки я пока не могу их оставить и уехать со спокойной душой. А уж когда прям очень нужно, нам помогают, естественно, бабушки, дедушки, тети, дяди, все, кто, и няни, да, все, кто хочет. Все, кто рядом, все помогают. Да. Это хорошо. Камиль, скажи, пожалуйста, чем ты любишь заниматься, чем увлекаешься? Собирать лего. Собирать лего. Так, что самое большое, что ты собрал из лего? Самую вот такую? Казанская мечеть. Кул-Шариф? Да. Из лего? Нормально. И какая она размером? Ну, примерно покажи. Ну, то есть вот так. Да, на столе у нас стоит столе? макет. Да, мы публиковали в Инстаграме, у нас столько вопросов посыпалось, откуда вы купили такой конструктор, где его можно приобрести, потому что на самом деле он очень интересный. Вот он один, по схемам собрал этот конструктор один, от начала до конца. Полмесяца и все. Есть вот Харатрасна реально Кул-Шариф мечты. Ничего. А Марсель чем у вас занимается? Чем увлекается? Марсель. Вот. Марсель просто красивый. Он добрый. Он рисует. И в садике вот воспитательницы говорят, что вот все дети там играют, бегают, что-то делают, а он одним часами может без никакого шевеления рисовать сидеть. Ну все, Марселя можно с собой на концерты брать. Да, будет сидеть за сценой, любить папу с мамой. Пикассо. Так, хорошо. А чем у нас занимается Рамиль? Рамиль, чем ты занимаешься? Рамиль. Чем ты занимаешься? Машинки? Дерется? Машинки, бокс у него. Еще? Hot Wheels, он коллекционирует, да. Рамиль, а кем в будущем станешь, когда вырастешь? Кем хочешь стать? Кем была Гонщик. Гонщиком? Так, каких известных гонщиков ты знаешь? Ну, в Формула-1 будешь участвовать? Формула-1. Будет, да, и малаешься. Будет. У нас все сыновья певцов. Гонщики. Хорошо. Как проводится свободное время у нас? Кыш күні енді орманда тау шуабыз, жай күні велосипедлар, һәм паркта с детьми, балаларla все время. Все время с детьми. У нас традиция в неделю один раз обязательно вылазка куда-нибудь, там детская площадка, какой-то парк, развлечения, прогуляться по Бауману и обязательно в конце традиционно куда-то заесть, покушать. Вот. Они это очень любят, ждут. Без этого никуда. Ильназ, балаларыңыз кім болар келешекте? Ең бірінші рата кіші болсындар, самый главный. Білмеймін, алар түрлі хынарда өздері яраталар, енді міне Камиль енді біздің гармонларда, шулай итальянда, пианинода, корайда ойнай. Келешекте мен аны көремін шушы өлкәдә жоғалтмасын үшін. Я на ложках играю. Я на ложках играю. Сен бубенда ойнайсың. Мен аларны келешекте ең бірінші ратта һөнәрле кеше булсыннар дип өметләнәм инде. Менә бу шушы гармоннарда ойнау һәм төрле ижад
ішін алып бару олар хобби болып қалсын. Вы на самом деле очень классная, очень интересная, очень творческая семья. Давайте скорее начинать нашу программу, а вот тему мы узнаем чуть позже. Первый тур нашей программы называется «Жауап Тап. Найди ответ». Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных предметах, явлениях, вещах, в общем, о словах. Ваша задача, уважаемые команды, эти слова отгадать. Каждой команде будет свой вопрос. За правильный ответ 1 балл. С кого начнем? Пожалуйста, с них. Пожалуйста, с них. Так, Камиль, Марсель, Гузель, вопрос для вас. Смотрим на экран. Ее берут взрослые, которые работают в магазине. Потом они берут ее туда, и потом ее покупают родители. Это зимнее растение, которое круглый год зеленое. В Африке ее нет, поэтому водят хоровод, наряжают и подарки кладут под пальму. Они берут ее домой. Потом наряжают такими гирляндами, блестящей мишурой, такими шариками блестящими. А у нее зеленые иголки. Итак, давайте узнаем, что это. Камиль? Ёлка. Елка? Уверен? Точно. Марсель, это елка? Зеленый, елка. Зеленая елка? Да. Все, Марсель одобрил. Принимаем ответ. Это правильный ответ. Елка. Шершан. Именно о елке мы будем говорить сегодня и все, что с елками связано. Итак, готовы? Ильназ, Рамиль? Готовы, да? Готовы? Смотрим на экран. Это сюрприз для детей, для взрослых, для всех. Это волшебство, которое происходит только из-за Деда Мороза. Это праздник, когда сбываются все мои мечты и хотелки. Когда мы пишем желания на бумажках, а потом их съедаем. Это самый лучший день, лучше, чем день рождения. Итак, Рамиль. Новый год. Новый год. Молодец, правильный ответ. Новый год. Янаел. Продолжаем нашу программу. Итак, передаю слово большой команде. Давайте посмотрим на экран и узнаем, какой вопрос мы приготовили для вас. Он залезает, в трубу, под елку оставляет. Один раз мы ехали в Муслюмово отмечать Новый год. И так после ночи никого не было в зале, а там была елка. Дед Мороз быстренько подкрался и мне подарил лыжи. Он в такой упаковке, ленточка там еще завязана бантиком. Потом они открывают и говорят: ой, это красивая, долгожданная коробочка, в которой поместилась вся моя мечта. Это вещь, которую дал Дед Мороз детям, которые они у него заказали. Так, Что это? Камиль. Подарок. Точно? Точно. Подарок. 100%. Подарок. Это правильный ответ. Молодцы. Это подарок Буляк. Молодец. Продолжаем. Вопрос для вашей команды. Смотрим. Их делает Дед Мороз, отправляет в магазин и потом их продают. У меня самая любимая – это снежинка. Но у меня больше всего нравится звездочка. У нас их очень много. Деревянных, стеклянных, тканевых. Летом они лежат на балконе, а ближе к Новому году их заносят домой. Она бывает такая блестящая, кругленькая. У нее есть такая веревочка, ее так надевают, и тогда она становится красивой. Итак, Шарики. шарики. А если это не шарики? Что еще? Елочное украшение. Все вместе. Как называется? Елочные. Украшения. Игрушки. 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 Елочные игрушки. Молодцы. Черша уянщага. Так это слово будет звучать на татарском языке. На очереди 5-й вопрос. Этот вопрос мы играем с игрушками. Возьмите их в руки. Так, яблоко. Марсель, помогай нажимать. Яма? Ладно? Сейчас нужно до конца досмотреть видео вопрос.
обязательно до конца. Потом, кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Готовы? Готовы. Смотрим. Это большой-большой круг. Держатся за руки. Но потом они по кругу ходят. Это массовое скопление людей, стоящих за руки по кругу. Это когда дети все собираются возле елочки и, и танцуют со Снегурочкой, Дедом Морозом. Итак, о чем говорили наши дети? Рамиль был первым. Хоровод. Хоровод. А что такое хоровод? Хоровод. Сайк Танчик. Буламыз хоровод? Каравай. Каравай. Тағы? Хоровод. Вокруг елки, да, будем? Да. Это хоровод. Правильно. Хоровод по-татарски. Эйлен, дейлен. Первый тур на этом завершен. Пока впереди у нас Рамиль и Ильназ, но еще целая программа, чтобы отыграться. Продолжаем. Мы продолжаем нашу программу. Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Рамиль, как будет по-татарски елка? Шерче. Шерше. Молодец. Камиль, елочная игрушка. Сершуинчага. Шершуинщига дрес. Рамиль, хоровод. Айлен бейлен. Эйлен бейлен. Так, продолжаем, Камиль, с тобой подарок. Буляк. Булек, дрес. Рамиль, тебе слово «Новый год». Яна ел. Яна ел. Именно так. Во втором туре мы приготовили для участников картинки, которые вам в течение 15 секунд нужно запомнить, где какая картинка находится. После чего будут задавать вопросы. Все очень просто. Готовы? Да. Марсель, готов? Да. Запоминаем и смотрим. 15 секунд. Так, время вышло. С кого начнем? Так, в первом туре начинали с большой команды. Начнем в этот раз с Рамиля. Так. Рамиль, под каким номером находится елка Шерша? 6. Номер 6. Точно? Давайте открывать, смотреть. Там находится елка. Молодец. Отлично. Так, Камиль, Марсель, Гузель. Где находится хоровод Эйлен Бейлен? 4. 4? 4. Точно. 4. Так, Гузель, согласны? Вроде, да. Или нет? Что я не помню. Можно вместо них? Сейчас, подождите. Или один мы сам... Один бывает. Сколько времени дается? На раздумье. Итак, ответ? 4. 4. Я принимаю этот ответ. Открываем ячейку номер 4. Там не хоровод. Это неправильный ответ. Итак, Ильназ, Рамиль, где находится подарок Буляк? Кроме цифры 4. Білесің? 3. 3. 3. Точно. Ильназ, согласны? 9. 9. 3 или 9? 9. 9. 9. Хорошо, открываем ячейку номер 9. Там подарок, молодцы. Итак, Камиль, Марсель, где находится картинка, которая изображает Новый год? Янайл. 2. Вот сейчас точно уверен? 2. 2. 2, 2. Давайте открывать цифру 2, проверим, посмотрим. Там Новый год, молодцы. Янайл. Итак, у нас осталось 2 слова. Возьмите, пожалуйста, игрушки. Сейчас буду задавать вопросы. Кто первым нажмет, тот и будет отвечать. Где находится хоровод? Нет, на этот раз Камиль был первым. 5. Ячейка номер 5 открываем, проверяем. Там хоровод. Вот надо было сразу называть ячейку номер 5, тогда бы не ошибся. Да. И второй вопрос, также кто первый нажмет. Где находится... Подождите, рано. Где находится елочная игрушка? Рамиль был первым, так. 3. Точно. Да. Или 9? 3, 7, 3. 7. Давай одну цифру. 3. 3. Открываем цифру 3. Там елочная игрушка, не одна, целых 2. Молодцы, отлично. Итак, пора подвести итоги второго тура с небольшим отрывом. У нас пока лидируют Рамиль и Ильназ. Я вас поздравляю. Камиль, Марсель, Гузель, не расстраивайтесь. Еще есть третий тур и возможность отыграться. Продолжаем нашу программу. Это программа «Баргаляп и Ряник». Учим вместе. Мы продолжаем и повторяем слова, которые мы сегодня выучили. Елка, шерше,
елочная игрушка, шерша уиншага. Хоровод, эйлен-бейлен. Подарок, буляк. Новый год, яңа ел. В третьем туре мы приготовили ребусы для наших команд. На экране вы увидите 3 картинки. Для каждой команды будет свой ребус. На экране будет 3 картинки. Они как-то связаны с одним словом. Ваша задача назвать слово, с которым они связаны, и рассказать, как каждая картинка связана со словом. Понятно? Ну, сейчас по ходу разберемся. С кого начнем? Так, Камиль, давай начнем с твоей команды. Ребус для тебя. Смотрим. Так, вот он ребус. В первой картинке мальчик играет на балалайке, а девушки танцуют. Да, это пляски. Угу, хорошо. Второй огонь. Огонь, костер. Угу. И третий круг. Обруч. Обруч. Ну, круг, это круг. Так, какое слово связано с 3 картинками? Пляски, костер и круг. Хадр, хадр. Сейчас, Ильнас, подождите. Не торопитесь. Вот Ильнас понял. Хоровод. Хоровод. Точно? Хорошо, как пляски связаны с хороводом? Что и в хороводе танцуют, и здесь танцуют. И здесь танцуют, в хороводе танцуют. Хорошо, костер. Они стоят вокруг костра и танцуют. Хорошо, можно, да, хоровод водить вокруг костра. И круг? Хоровод круглый. Хоровод круглый. Молодец, это правильный ответ. Хоровод, эйлен, бейлен. Молодец. Молодец. Итак, Ильнас, Рамиль, готовы? Да. Ребус для вас. Смотрим внимательно. Так, что мы видим на экране? Что? Что День там? рождения. Так, праздник. Это праздник. да. Да, праздничный стол. Так. Хорошо. Еще что видишь? Еще что видим? Цифры. Цифры. Это не просто цифры, а это... Ага. Календарь. Календарь, совершенно верно. И Так. Мышка. мышка, крыса. Да, крыса. Это, Что связано? это Это? Рамиль. Новый год. Новый год. Новый год. Хорошо. Почему праздничный стол и Новый год? Как они связаны? Ну, то, что все Ну, собираются в понятно, салат, да, все собираются за одним большим календарь, столом. Календарь. Отрываем Отрываем, календарь, да. перелистываем и крыса. Год крысы. 2020 год, год крысы. Молодцы, это Новый год. Янаев! Выиграли. Выиграли. Да, друзья, пора подводить итоги нашей игры. Я не буду сегодня оглашать победителей, потому что мне кажется, что победила вся ваша семья, и подарки достаются всем. Сегодня побеждает в нашей игре семья Боговиевых. Это большая, дружная, очень творческая семья. И, конечно, каждый сегодня уходит с подарком. Те, кто постарше, получают мешок для обуви. Там внутри еще есть сюрприз. А Марсель, наш маленький гость, получает шоколад. Это эксклюзивный шоколад Шаян ТВ. И, конечно, друзья мои, сегодняшний выпуск посвящен празднику, новогоднему празднику. И я от лица всего телеканала Шаян ТВ и программы «Брегаля Пироник» желаю всем вам здоровья, удачи. И пусть все ваши мечты в новом году обязательно сбываются. Ильнас, Гузель, Сезденде, Кутлаулар. Бірінші ширатта бек зор рахмат, шошындай матур тапшыруға шақырғанға. Яңа ел белән сезне дә ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек, барша телевизор караучыларга, нәни дусларга, улларыгыз, кызларыгызга, баршасына да бәхет телибез. Яңа еллар белән сезне. Рахмат. Я желаю, чтобы все дети на планете были живы-здоровы, самое главное, были счастливыми и росли в полноценных семьях. Аминь, С Новым шулай годом. бос. Шаян ТВ. Вот рахмат. Друзья, как бы мне не хотелось продлить эти счастливые мгновения нашей программы, но время есть время, и нам пора прощаться. С Новым годом вас и до скорых встреч! Сау булыгыз, дуслар! Пока-пока!